Мне звонил Мурат Зязиков, его трясло от ненависти. Вот просто его трясло от ненависти. Он тогда возглавлял Ингушетию. Он написал целое письмо на эту тему, опубликованном 2 сентября 2019 года в фильме «Дудя» было интервью Аушева о трагических событиях в Беслане в 2004 году. Счел бы оскорбительным для себя опуститься до уровня человека, который 2 словами показал свое истинное лицо, не оставив сомнения относительно собственной непорядочности. Человеку, работающему в Ингушетии, должно быть известно, как ингуши трепетно и взвешенно относятся к каждому слову. Но он оказался далек от понятия этики и элементарного приличия. Не знаю, какую аудиторию планировалось порадовать передергиванием фактов. Все народы Кавказа, прежде всего ингушский народ, хорошо знают, кто есть кто. Я всегда верой и правдой служил народу Ингушетии, нашей великой родиной. В моем роду никогда не было и не будет ни предателей, ни трусов, ни пособников террориста. Одним словом, никогда ничего не боялся, никого не запугивал и не подставлял. Нигде не подписывал ничего, что шло бы вразрез с интересами народа, чье благополучие всегда было и остается для меня превыше всего. Не хочется ничего говорить насчет храбрости отдельных деятелей, но при этом замечу, что я лично неоднократно участвовал в спасении и освобождении больших групп людей разных национальностей, как военнослужащих, так и гражданских лиц, в том числе 29 детей. Эта деятельность не входила в мои функциональные обязанности и никогда не использовалась мной для подчеркивания собственной значимости. Что касается общей боли нашей страны, чудовищной трагедии Беслана, те трагические дни, являясь народно избранным президентом Ингушетии, я был там, где и должен был быть. Решение, кто пойдет в захваченную террористами школу, принималось штабом, которым я сразу же совершенно четко заявил о готовности в любой момент сделать все, что от меня потребуется. Нельзя спекулировать человеческим горем, используя его для пиара. Это Мурат Зязиков, который тогда возглавлял Ингушетию. Вот у меня вопрос. Дудь, а почему ты не взял у него интервью?